И снова здравствуйте! Осетия News вновь подобрала для вас 5 крутых фильмов. Смотрите и выбирайте себе киношку на вечер. И начнем мы с драмы. Сегодня здесь у нас лента «Чудо» с Джейкобом Трембле, Джулией Робертс и Оуэном Уилсоном. Главный герой – мальчик по имени Август Пулман. По сути, он такой же, как и все мальчишки его возраста. Он обожает компьютерные игры и «Звездные войны». У него есть собака и старшая сестра, с которой он то ссорится, то мирится. Но есть одно большое «но». Из-за редкой генетической ошибки у него как будто нет лица. Август уже перенес 27 операций, однако до обычной внешности ему далеко. До этого момента мальчишка учился дома, однако теперь ему предстоит пойти в школу, где он встретится с обычными ребятами. «Чудо» – это очередное кино о том, что внешность вовсе не главное. И если этот фильм вас не тронет, то я даже не знаю. А дальше у нас триллер. «Прежде чем я усну» – это кино с очень крутым актерским составом. У нас тут Николь Кидман, Колин Фёрд и Марк Стронг. А еще очень классный, запутанный сюжет. Главная героиня – женщина, потерявшая память. Каждое утро она не может вспомнить, кто она, кто рядом с ней и что происходило в ее жизни последние годы. И каждое утро ей приходится по крупицам восстанавливать все. Вот только есть одна проблема. Как понять, что тебе врут, если ты ничего не помнишь? И кому верить, если ты никого не знаешь? На самом деле фильмов о людях, которые потеряли память, огромное количество. Чем же отличается «Прежде чем я усну»? Ну, как минимум, классным актерским составом и неожиданными сюжетными поворотами. Переходим к комедии, и тут у нас убийственно смешные ночные игры. Если хочется прям посмеяться, этот фильм подойдет идеально. Итак, у нас есть супруги Макс и Энни, а также их друзья. Они просто фанаты настолок и каждую неделю устраивают ночные игры. Но однажды к ним присоединяется харизматичный брат Макса Брукс. Он организовывает убойный квест, его увозят головорезы, и теперь вся компания должна его найти. Вопрос один: похищение реальное или все же розыгрыш? Попробуйте этот сыр, это просто... Супер! Кто сунется за нами, пристрелим. Ясно, ясно. Осторожней за рулем. На протяжении всего фильма герои будут впадать во все более дикие переделки. Им придется выпутываться из самых разных ситуаций. И все это не теряя азарта, ведь каждый хочет победить. Смотреть за этим очень весело. Дальше у нас душевнейшее кино про любовь. Французская лента «Просто вместе» – это экранизация одноименной книги. Главные роли исполнили Адри Тату и Гийом Кане. Главная героиня Камила знакомится со своим соседом, стеснительным Филибером. Они становятся друзьями, а позже Камила и вовсе переезжает к нему жить. Там же она знакомится с молодым повесой, поваром Франком. Отношения с ним у девушки сначала не складываются, но позже между ними возникает глубокая привязанность. «Просто вместе» – это нежная и добрая лента о том, что человеку нужен человек. Посмотрите обязательно, ощущение тепла на душе вам обеспечено. Ну и заканчиваем мы одним из моих любимых фильмов. Лента «Эквилибриум» вышла почти 20 лет назад, но она актуальна во все времена. Ах да, еще здесь очень крутой Кристиан Бейл. Действие происходит в будущем. Все общество лишено возможности выражать какие-то чувства, потому что они под запретом. Для этого все обязаны принимать прозиум. Таким образом, власти искоренили войны и преступность, ведь в основе любого насилия лежат эмоции. Параллельно под запретом оказываются искусство, литература и музыка. Бороться с нарушителями призваны клирики, правительственные агенты, которые сжигают всю запрещенку, борются с нарушителями. Но неожиданно с одним из них происходит духовное превращение. Он начинает чувствовать. Не без неожиданностей. Антиутопий об обществе без чувств в последние годы выходило огромное количество, однако, пожалуй, именно «Эквилибриум» был одним из самых успешных примеров. Поклонникам жанра смотреть обязательно. На этом все. Делитесь своими рекомендациями в комментариях и пишите, что из посоветованного вам понравилось, а что нет.